Патентная система налогообложения введена в Абхазии впервые. Она относится к специальным налоговым режимам, цель которых – создание более простых и понятных условий налогообложения для определенных категорий налогоплательщиков за счет низкой ставки налога. Патентная система налогообложения существенно упрощает все процедуры, связанные с бухгалтерским учетом и налоговой отчетностью. Патентная система изначально была задумана для того, чтобы, во-первых, администрирование налогов было в более полном объеме, и поэтому на таком правительственном уровне было решено разработать эту систему, которая сегодня, мы считаем, должна работать и облегчить в первую очередь жизнь налогоплательщиков и индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Преимущество патентной системы в том, что один раз заявитель приходит в налоговую службу и берет этот патент на целый год. И никакие службы другие к нему не будут приходить и не спрашивать, есть у вас разрешение на работу. Всего в течение 5 дней налоговая служба обязана рассмотреть и выдать патент. В этом тоже есть преимущество, потому что не нужно будет бегать по инстанциям и собирать разные справки. Патентная система налогообложения действует для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность самостоятельно, то есть без наемных работников. В перечень допустимых видов деятельности входит 15 наименований, в их числе оказание некоторых бытовых и автотранспортных услуг, ветеринарных, туристских услуг по прогулке верхом на животных, розничная торговля, осуществляемая через объекты торговли, оказание услуг компьютерных залов, производство кузнечных изделий, музыкальное и хореографическое обслуживание торжеств и обрядов, услуги по обучению и репетиторству и другие виды предпринимательской деятельности. Приобретение патента дает налогоплательщику право на осуществление деятельности в рамках соответствующего налогового периода. Преимущество системы в том, что малые предприниматели, покупая патент сроком от 1 до 12 месяцев, заранее оплачивают все налоги и экономят до 40% налоговых расходов. Если сегодня, допустим, водитель транспортного средства такси придет и обратится в налоговую службу, ему ставка, как известно, базовая ставка – это 1400 рублей. И если он будет патент брать на целый год, у него получается не 16 800, допустим, если он будет ежемесячно платить, а 10 тысяч рублей в год. Это практически 833 рубля в месяц ему надо будет вносить в виде налогов. При патентной системе налогообложения предусмотрены понижающие коэффициенты не только от срока приобретенного патента, но и от места, где он будет применяться. Так, в восточных районах Абхазии коэффициент налога ниже, чем в западных. При первоначальном получении патента налогоплательщику необходимо предоставить в территориальный налоговый орган по месту осуществления деятельности заявление на получение патента, свидетельство о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе и паспорт гражданина Республики Абхазия. А при последующем получении патента налогоплательщик, уже состоящий на учете в качестве плательщика патентной системы налогообложения, пишет заявление на получение патента и предоставляет документ, подтверждающий уплату патента. В течение последующих 5 дней специалисты налоговой службы рассматривают заявление гражданина, после чего выдают патент, который позволит осуществлять предпринимательскую деятельность в рамках закона. Аля Катрапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.